السلام عليكم سير ديكوال عيد مش وي حوصر وي شعبش Marshall that تغن وينا قويتل ماي شيء إذا بقول شدو تويسن ساعت 8 минут центральный европейский хейнт яlla وين جهر хейнт ست ساعت 8 минут яlla وين وي تغن لير стримант поедет ли Путин на встречу в Стамбул алязиню на Цабай трей прыол стримюй на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Идег от стеме адег ухуна адег, как обычно, дюсер кой дистролер кой. Раска махтаи, ночью махтаю то стрим, ама раска махта вопрос дельчу, кто на русском задаст вопросы, а я ответит тем на русском языке, тем, кто задаст эти вопросы. Ночью чуавол чуй, Россия авол чуй, безопасность Ларии, ежели авол чуй активно принять участие в стрима официальной странице Telegram Президиум правительства через канал, через страницы Telegram канал. Цучу ولا شيء لو شوية خاطر да вистрела شيء дойга شيء мнение хала непосредственно принять участие от насколько и да еще YouTube чуай TikTok чуай и стримю пош комментарии языч ас и выше решен. Ну все как обычно. Аят как обычно вам слово. Наш вой. Assalamu alaikum. Marshall da يجري وما هرتان لاتش دل حلا كأباش خيس لا دات درك دنيا لاتش درا يو قيسلوشة يوروبا أمريكية تاعت قيسلوشة دتاعن وجدت الكمادة تيجي تومسات دبيش سنة طولم باقت اشتهم دوتسا ليلوشتر ويز دويس دوخانيو ملديشة وينغوشتر هودو يالشة بوتينا империцу алар هودو يالشة خلقو خرشواتسس خلقو خرش سالشة и постоянно шему учар каньше туци قدر بيسا خدشتو وصعد لي أرجوش وأزيا عاد لي شين بيش بالناخ غير لا بلاك بردا وقتنا постоянно وتصعد لشيكوك عيوش مصقة شنا تانا تسيقا بيش بال إمتسا قيتشونسا سوغيت غاتشتر هدو يالتشا إيش مصو من بيحكي بصو واتس بيحكي سو دوالي شو شواتس وروسيا يوشو الإقономика قدر وجدر إذا ملچ оғон дала оцалилошды халк чеченыш был грузиныш бар барша украинцыш иштиомду цардучтар царды хала мела тасбел экономически положение уйл дена иштасбел бухарш мусуавра тасбел халша инсурду цнаха ок притли числоға Европе, Стамбуле, это сега и вопрос юкмети кастор геоэл, что положение ючбош. Худу чудалыштар, худу цар войн хагейт речдар. Цуна войн хупейт эсербо, ночь хупейт эсербо, вой почалкун хупейт эсербо. Цуна масхена элиеш довой. وقارع لاتشتو حوله حوص ديشتو ويتساعدو شنو حوص ديشتو تسونا سجت ديشتو شن دي قارع دو شو متعوي أناليز يشتسهوتشا ومسارة إيها ديشو دو تسهوشا تيل ديل سنخو دوي نو كوارتر ديش شنزا ستسو والشي الأري على ترامبو نو تسو حدو يسر موضع هالشا ستسو شخلشا ما بولينر Путин вац, он болен Зеленский Украине, и البخبور. النوت كلش ده تاتسوم ждагатш. Терек дунья ташен, да лучше аора. Шо гатш. Татсом ждуть швол, шо за хагуч аор, цулак тоштера. Цаларчона
Цаахинцем больше, умдац, цанавара, цо Украин лошил вооружение, кидар уда за йодеркана. Ще анца, ще дольш кет, больш кетам ца, هم лилошу, за дерек дюня, дуал там разные санкции, там тарифы, един цулату, что ца урт болшан, за ака цулилошдыр, буду кет саавац, масара шай штунадыр, ол нах цер политика школ, по европейской политике школ, а шаш том бе что Европе чувствуешь муис. Чувствуешь холща царца спутинца царца царюк метига нисия гартша история гартша европейский лидер Трамп ще малю шайцу олша из Кельвиана в Германии был премьер-министр, канцлер, Франция ворея, Англия ворея, Варшаве больше ворея, и штана банца длинен, вен масана генду, ударять шмуш, мишбахнет шмуш, эльче. Цадухца латуштер, за Россию дюала Америку мела хал дошло наус, дешца, чего и ваш, что дюала дизу, шаш, ваш наус дизу Украина наус, че, деш мосо чубех, изо доэ. Вообще, ишти бун док лячтер, там, лячтер, и запитаться у числа цига Зеленский уйд, шо дакайкин окар, цига гуллоша, нюхметик цик Путина вах везел штиделенду, Трамп селду, такин за докаёч передач сон, что Китаю сицер. Цо Путин цик вах везел, цо и заявление деня. А горгу цик Путин вац, баду издация ше министр ше хибаш мойтер буцур элча, иза хуштац. Ака хавиан циген отша Саудовская Аравия цацол клило шуши алеш Трампа унагасан цер Путин сикс хавоат сути хати орвочо теруза вообще ихума лахто что окар цалилош дерхут мичхачачпо ом сацичим цадерс ит ом сацорбоя бац что он ит ом сацба шигер ум цадалт алла шига Украиняга ом сацична бош болден сикшаут алла сигудша хахетря президент Зеленский у иштум долячдар оргуцик вац алча анц хаттер диче шугда сон кешар окар дичхес ну сендгетштара сендвич аса арду сон сахетря Путина сигваха мек цваха мек хунду алшен пайдадер сигахули оргус Путин отошел условия моя альче цашу. Ашу в 97 году я шай еррига база военная кирш вышел гена иттина сохизо шу аш сон тилат шу даяк баш даяк шай вооружение даяк Украина осмаде из юрцедер ша олдердат оцнах дис суна ихум дис вел с халтуч Путину Харша от омсаца без омсаца без султа камел дерду ош. Ши подходит, ши бух поцар, yok балбош. Шуна холжду. Бугурду эльче, скорее всего, аш маалар Путин сигурвац, скорее всего. Ака хавиан сига ашвал и ген watch Саудская ашвал. Трамп из нагасан саво хат его буэл Sunашен sa Çin dakika şey işte Holkdin yerle sun segretiş Trump'u sun положение Amerika конечно magara mela işte tişeliyor Mosot sun rezboç Amerika rezbaz kıyaça rezbaz derik dünya rezbaz sun ağır hens Putin iz daderzo dizel diğer şoçu teroz a sun diğer den o daderziça Karşı kosmik şu siga bolçar. Россия башмой
Rusya военных geçer okara takara тунде ушах коса щадаться вахит особенно шмой вооруженные силы бой щадаться вахит халк шоу давакер инсермел Герасим давакет чуал из дудуч нарас обследование медицинских вахитенел идуч умаду там дуч тукос сяхам сухаз сезерс иштилач халду Nagasana Tsolilos dolgundu işte daha şöyle. Suda öylece Gerasim davakçuş generalist davakçuş. Ашен дёхлетер был ниц буйшен дёхлут был ниц. Как всегда Масахена Хилчаур армия ечу цардеш мадуйцига пирот Россия Халхл Совет Союз якеча царлил ундук. Сунда иш забохош сер Бог да бокуш, це не да бокуш, це не и Бог беш учу, тер Путин у. А в любом случае, агетерия, и том, что без бочу, тер бац, из ох европейский почал, что кетчил, шаш телетер дышеш на осо дерде, нагасан гранича перестиден сахундуя, что заявление, европейский сышбу. В общем, хагушдар иштумдук аслан. Цюх, ну, вой гумдуй, вой почалкан, вой республик, вой холкан, вой лячно, ума цунадара, чоа, вой нхеч аура, дац, дик дац, вой ух, дик он дац, чмос аур, вот с Кавказа, цигюк метник, питем тесна, цига, вой ваши латитна, вой герца, далитна, муадисна, цигаха, شاي كور حوزة وأشبول شهتر بو عسقي خلق عشقي برشبو هتسأل شو أرجعت سار ما تصير قبرشبو شاين سنا بيدخل سيجر كوكازك أيد اللي هو أيدين شو تها سنا هو هردو سنا ها قيتش أور أصلاب نتدردو سيتوات قيتش أور جو نوتر رسي إس أيد ديز سيجا ها أيلوش разные народы يقدر دوش إدوي سكر حقوش تاعهم داتس يا تيجا ايول تاع سك وات تاع движеният Россия покара почат дүйч он дүйцар за провокация хылмекшу وين духал иза от Кремль скетчеш хылмекшу и что доцунда ой от сума ларлош хылдес ака от Турция холчона цун цах белую сигаха ишсигулошена притла число. Там встречаются все страны НАТО, а натовские заседания, Реймштадт, Германия, еще Бугулош. Турция, Турция, Бубуй? Турция, да, цыган. А в этот же день, как будто они цыган, Бугулош. Еще бы. И что между Уэйцолкона, Уэйцуна Хухурду, Уэйлилош, Хурду, мой положение, мой альче, Уэйлилош, дара, Саларчон, мой бухт лячдовой, شلح أورا ويبخت إلاتر ويناحنا ويخلقنا خارع بوتشان صح بوتشان هادي يشتر هودا أنشة ويأصبحت أو يتسلحتها ويوقع وبشو بيد بوش دكان أعطينا إتسج ده على غاسق ده على بوتس بالخلق شنو يتكلم إتسير أورم دكان شو تدال عيرش ويبتشال قيلنيو ويبتشال قيلن خلشة Қиеш дүниятын почал, Совет Союз, әрятсын почал, құйлы қылшы, мұсы ауырсанды алды, 11 қылшы, отсымы іздітсі деш, қық әмер дейсіці дүч, сүнді әл бөлеріш бол, нақ бұл өйқ бәләқ, өйқ бәтсақ, іш миліш бұл қадес әліліш дұры, өй қылқ әнді әліліш, сүнді әлі қадес. Сүнді оқ әра дештіл, өй мұсы ауырсақ дештіл, سوهمنا قيتم باش وخلها وينكس نيا بالغاتسو او مسيت شرح او راح شو مصنع وين دوال باش تومبو از بوليتيش تومبو провокационно تومبو информационно تومبو سوند تاع همون поддаваться داش قالص دوسشه وي خلق او تيسل سيتسم تاع لا ديزوال شو تاع ölüyor شو تاع شو güna عمل دير دقوي اصلا Barkalaya derесunu Ahmet ayet на избежать интерлилешнега для того, чтобы нохчичу Турцим Путинен его руса сахаттар қолдылық адучи аят
Hens atsalilech dega hens провокации на вой не вой соседние идут вой российские провинции уровни его ваделдера гасх геноцид дали вой нинел геноцид дали жопцы дали так вой то мелбин хилвега хенс тахан духот эмло бой валич бутонг бо бала бел духоз эра бел табел так үш бандич бу ал титаж де шулки аят вой государство цехиля мятежник иштулис так цунлил деш дуйтляри гасх аят gaat rechter sorry. Ну, царь лилош да дерега ца. От религиоза фанатично лилош дац. От скиечан шайнт ахбелилшу шайн агентуш лилош дац. Царь лилош дар хал обинсetse мой кулунил пачалки. Сунно долшдол. Хомосома царь мигш. Сунна от свой кулиш пачал. Вой территория да ляц ашбуш. Хин свой правой бог буй вой халко пачал колор. И да бахет. Ох, рад диригента хейгатиш вой нюхтисиш. Самозванч буцер. А царь лилош. И он ушду. Ца бог боча. Цец дюч вож дюч постоянно цанаус деш лилош буш. Ez вой масарна хадиш душу. Ишь им доко ослаб. Одно правление, одно яйца. Все, что полезно, значит, против нашего государства, и сказать, что это государство является незаконным, создано незаконно, и не было его алгаштады, все, что этому помогает, все на руку Кремлю, и все, кто это делает, является пособник Кремля. И Кремль наустишь. Nis boa aja, jo nis do abo. Så hoga trechtig. Hins nare wo gladoogsbol nare na om nog kietrecht bes om nog sagatjes bol nare. Kan lam hars haum каш долдельч на уровень Дагестана, там других регионов России, вадаган, мелили на nis дацер бандич дерой аль отсти тоже. Вахоишхена, when, например, новые миропорядки, я Турции хулили, я России в новом формате хулили, уже демократически убошил. Там уж предлагать дирду аль-хитсон, какой-то шанс вам дадут, какой-то шанс вам дадут. А какой это будет, это зависит от вас, насколько вы возможно. Цунделя, сухихуатре, от ночкое хуэлдиз, войн от уровень Дагестана уадали, ну, российские регионы, я думаю, дагестанцы, российские регионы уадали, чуэй, от хузихуль, вой государство, шуэй, отстя, даришча, хупайтхуль, во всех смыслах, дуэйн. И хат рехта. Дагас ешдат, свой дождь, дуэ, почал, оккупирню. Так, нагасана хал обин был сацама, بس فسم لا شوي صالشة وين صنع قدر مدوياتشة в конечном итоге вы составили Россию дуэль вы почал кул эту вы шбалер халку дарды из мехи чё мехи хунду ака отца Кавказский регион цигар Кавказский дом эль цигвол объединение цигара типа Европейского Союза или другой эль и положение Сигирию, Эдюч, Халдуина, президент Гамсахурди, значит, Жагар Дудаев, Кеча, Рукар, Ваймахка, специальные конференции, Цуналяц, Дицадис, Сигара, Дабан, Азербайджан, Тбилиси, Хешан, Цанбек был с лидерами тогда, Алиев, Шаварнадзе, Жахар, Хибар, Уишар, Диц, Сунушдуш. إذا بوخ بالنسنا تشخ دكتور شالتالي تومبول إيش ديسنوندو. أما إنسنا خربان مبيت خربان نجاسنا تان أوكرانيا полностью под Россией يعني يستشعر خلقسكت. أك تصدق إيش ده سلته هو بيت خربان. نجاسنا يرى يوق إيش داس طبيعي خل خدنا خارس خل ما يواسيهم هنا واتل وعقل شوين خرد خردو.
Ой, бандит шхылыр, ой, лирим, что враги народа, ой, милилет, динер, вент идет, шхал, дуйна, что хинзет сут идален, или елдагач бу. Магасан, ой, почал, ой, почал, моя, кича, ой, росица, кич почал, это больше, нюк метик лилош, да, деш, эше, ой, мот, ой, гылкыш, ой, амылш, ой, цивилизация, сохранять теш, وعيشة ويا ديب شو الدنيا تاع تحت يور زامنا ويبتشالكش وعيد ويخلق الدنيا دادوخ Fidei atsaduriš. Figina citsējies. да اختيش بتشالشي يهم دكوت يدو ويليلوشتر وخلق وحدينا حال دينا حدين ويالخص ورش يالخص سيل كينو يخلقن خباشو حلقه ويخلق شمليون خلق خباشو حلقه وتريتوري плод Каспийского моря и там вы дичь дать историческую шнуш но и дуэль ха дезвайн вой динер ха дезвайн вой на халуш бай беш халат беш хидзе тихад шхена царви хоба эзер сакл на бенцер шоз да ши эзер берж дейнцер чубах ко эзер сегу вор хидзе мелбуца асон царлаца бехки бандит чбуэл Цера, бандит шмугл состав России. Вой бандит штацет, это была агрессия. И мы сума воин хахуш, и хума лился да. Вой солкона хиддар ига машбол асхал хаб лилш бол на бой в республике тежна сигал лел хал завгает лелш кеш баш уж суна шайк эзмезикса спокойно эйраш буш а в конечно он арда цер он собор да церца Аллах то что да война хех тачуях буш сигал сиг амеш дешлеш буш Москва кечена старые вот эти деятели Аллах то что وين خا ديز ميل ودا ديز خا ديز إداريجا وعادلوشة وصار ليلشون دهال قمال ديشغل ديز أقري قمال ديشغل شيء زوين قوش صار صنع وينا ظلم قردو عالغرتسو إيش تم دقوس أصلا صنع Baskalaja, deres Lisboa. Boa biex bu bakki bar ar sauca ta sauc. Ina hinca išai anti-čečenski деятельность. Да уж бу нохчу оманс чо гэму илшылык ина. Да, да. Да, окон Путинин ювал эрсон вошдет. Турции римский статут ратифицировать тянется. Из-за халоцерул шват именно по ордеру Гааги елил, по крайней мере, юридические халати считать. Ну, ахит элек по поводу тигаха Турция саммит НАТО чаю почал, что военные нажмут и роушаки речь. Так игуми так огас кшок паник сунал индикатор саню разные разные блогерш и разные Z-блогерш и разные комментаторш. Церч опаник шо вау мекш дат вау виш ват цунметтан лауровый виз арда диз бош опаник шо. Ах Трамп вошати гобо ивара Iwat itade shu is that iwara worsha it khilisha ushisha ta worusha вот. И хунду иштая ца исторически сач о важно унду капитуляция азерт Путина. Я сдаться den западе вот рехте. Ударе. Сахерт цига Трампу дыша ца до ас элерс. Путин дыша кенигду. Путин дыша Шай военная база, шдаях вокруг меня Путина, значит, окон Трамп, он дюхала Америш Маде, Украине, беш был Тома, Хабок ее, что беш был. В общем, по всем этим пунктам аж и Охдой, так цулт адуйцу договорит Путин. А ухара, Трамп, он со немедленно потом будет разговаривать. Так, он сочинчил, его втянуть в эту Путину, втянуть винчил, его войну, значит, его болба, халхурдуцин, цунде, он понимает это. И ставит эти условия. У них разные задачи на этой встрече. Цунде Путин, Цигвор, Вацал, Хиецун. Он не приедет туда.
он пришлет туда своих людей. А если он не приедет туда, не приедет и Трамп туда. Но сейчас вот такая идет вот ситуация. Почему Трамп находится в Саудовской Аравии? Скорее всего, для того, чтобы цены на нефть снизились, для того, чтобы Саудовская Аравия подняла уровень добычи нефти, а это значит снижаются цены на нефть из-за давления. А это для Трампа нужно, чтобы Трамп мог сказать: вот видите, я остановил войну, вот видите, я привлек его к этому, значит, миру. Я человек мирный, мне война не нужна. Я, если был бы президентом, тогда война не была бы. Иди с этого. То есть у них подходы разные. Трамп хочет миротворцем быть, а Путин хочет, наоборот, захватывать эти территории и хочет сохраниться у власти. Вот у них разные здесь подходы. Все. Вот я смотрю, и Эдмамедов этот вопрос задает. Мне кажется, Путин, хотя я и сказал, что может приехать и может не приехать, если ситуация изменится, возможно, он и приедет. Но, скорее всего, я считаю, он не приедет, Путин. Вот такая ситуация. То, что Иуэр Вудаха и арестовать Вирвар, это тоже ты не Нет, рассматриваешь. это нет, это никакой роли играет. И даже если он приедет, не приедет, вот, короче говоря, еще лучше сказать, вот эта встреча, которая сейчас находится в Стамбуле, вообще ничего не означает. Ну, грубо, это просто решение личных каких-то политических вопросов для Трампа и для Путина. А мне так кажется. Там уже будет вид. Кто там переиграет, и после этого может, конечно, если Путин приедет, этот приехать, это Трамп здесь как бы, значит, для себя делает, очко записывает для себя и все такое. Значит, у него хватает, ну, грубо я говорю, образно, и начинает что делать, тогда и будет основание еще давить на Путина. А он в этих случаях там, он же предложил, давайте там, этот предложил 15-го, этот 12-го, что-то такое там, какие-то игры идут хитрые. На этих переговорах, на этих встречах Россия всегда пытается исказить все, извлечь себе пользу, и ничего, что с ними подписано, не играет никакой роли особенно. И сейчас вот эта встреча там, она будет ничего не решать все равно. Все равно, мне так кажется. Понимаете? А там посмотрим. Может, я ошибаюсь, но то, что я думаю, я вам говорю, что ничего это не решает. Это может быть какой-то этап, какой-то шажок для того, чтобы сказать, вот я готов был, а он не приехал или приехал, а тот видит, что от него зависит этот Трамп, а Трамп от него зависит по нескольким там причинам, которые на него говорят, что он якобы чуть ли не агент. Во-вторых, от него зависит, потому что Трамп хочет себе, там говорят, Нобелевскую премию. Ну, это все разговоры, так? Но все равно это вокруг этого все вертится и крутится. Вот по большому счету это. В этой ситуации, какова ситуация там на Кавказе, какова ситуация в Чеченской республике, как быть нам, как нам действовать на этой международной арене, это очень важно, очень важно. Мы не выступаем за то, чтобы, если нас кто-то хочет втянуть в какую-то там провокацию, в первую очередь мы уже столько сделали, столько воевали, столько держали этот мир и этого Путина, лет 10 держали, мы не давали ему нападать на другую сторону, гибли сами чеченцы, когда весь остальной мир нам не помогал. И теперь снова, если мы туда ринемся, мы будем уничтожены и высланы во все эти, как говорится, дальние Сибири. Поэтому мы говорим, необходимо признание нашего государства, которое было создано по праву. И тогда мы будем, значит, в этом отношении действовать из политических и военных отношений, насколько это возможно в перспективе. Наши силы пока слабы, и мы хотим, чтобы
нашей легитимной власти помогал этот Запад? Почему этим самозванцам, почему этим другим там помогает, к примеру говоря, Кремль помогает? Он их помогает, их ведут за руку, а все вот западные страны, законно созданная легитимная наша страна, ее легитимная власть пока что в этом вопросе не принимает никакого участия, к сожалению. Я надеюсь, что это изменится. Вот что я думаю. Barkalāja, derēs ir ясно. Да. А идти к Цавода, если он туда не поедет, какие для него последствия для фашистской Российской Федерации могут быть? Если он не поедет туда, то, видимо, тогда Трамп поднимет санкции против него, да? Но все равно он как-то хочет его спасти. Трамп не хочет вступать в войну, как мы видим. И Трамп снова на этой основе будет снова деньги зарабатывать себе, деньги продавать оружие, то все. Но в какой-то степени он, конечно, тогда поймет, что против него, значит, Трамп вообще должен выступить. Но что сделает Трамп, пока мы не видим. Ведь вся главная критика против Трампа – это то, что он как бы пытается оправдать этого Путина. Вот в этом вся суть. Пусть он там хочет, чтобы заплатила Украина или другие заплатили, чтобы Европа, значит, добавила бюджет и военный там до 5%. Все это понятно. Это реально, это нормально. Но то, что вот он ничего не хочет сделать и ничего не делает, вот это же главная критика, которая идет против Трампа. И он этот вопрос хочет решить. И если сейчас он это не решит, поэтому Трамп туда не едет, если Путин не едет. Значит, они могут оба не приехать туда, и это будет в ущерб Трампу. Хотя здесь у него есть такой шанс, что он сказал, что я приеду, если этот подъедет, мы решим. Хотя какой-то шанс у него есть, но все равно видно будет, что остальному миру, что Путин играет просто с этим Трампом. И в то же время он играет и не хочет как-то разорвать прямо отношения с Трампом. Он считает, что европейские эти страны, их лидеры, это все ерунда, конечно, по сравнению, извиняюсь, так, по сравнению с тем, что Трамп и Соединенные Штаты Америки. И поэтому он не хочет с ним ссориться. И вот ведет такую двойную игру, выставляя вот такие вот свои условия. Мол, давайте 97-й год, базу уберите, то сделать, то сделать. Вот что они делают, и мы это видим все. Вот такая ситуация. Мгм. Вот это и будет, я отвечаю Эду Меду. Räski чосы гаттеш бу разные там ну разные те военные политикш альча комментатор штат разные блогерш чосы гаттеш у цера инс губо хашадул гума инс все хашайла ситуация закончится обороной Москвы бу. Москва оборонять теж штадерс мекшдуар полным шей поражение херю, и Москва оборонять из Рибо, и уже партизанские отрядчики чеш, во, цаукце, Чубайсан, лагерстве хилек. Цу бог ше цангена Душанбе волшена тига, подпольный ячейк шхулш, групп шхулш, короче, сопротивление, что один туда-сюда уже шин дикха, дити шачи, вот, и дити авойша, даже узерду, по закону. Но вы кечдал дишун массанаша команд маюту военный черга массерга луш. Аша ашу подъезд чуа районя дворир ю районир ю гала объединяться до дизбо вообще узо уж тишмивек. Ну, короче говоря, партизанщина кечлуш бухуш. Он хуархит, те страх преувеличенный аят. Я болтают. Если они действительно, где действие? Что за разговор?
Где действие? Пусть покажет вот одно действие. Хайла хирмадуи. Ну, Элла, она засунул в карман кулак, да, и грозится, но кулаком не бьет. А что ж тогда? Сколько лет он может... А что ж? А этого человека я тоже знаю. Москва. Москва, да, Мауис. Многие. Ну, давайте, что ж вы тогда? Давайте, выходите. А разговор, а что это разговор? То, что должно быть тайно, он нам выставляет сюда. Оно должно, если он хочет действительно это, зачем выставлять это? Мы сделаем то, мы сделаем. Ты это не, на свет Божий не вытаскивайся, давай. Или если выйдешь, посмотрим в ближайшее время, сделает он или нет. А он об этом давно говорит, уже еще до начала украинской войны он говорил, этот человек. Я Да? помню, полковник какой-то, да? Да, да, Он да, такие Кочков. громкие слова говорит, это, говорит, я, мы, то, и все. Так на него смотрят как на человека, который им никому не угрожает, и все, пусть себе лает, и все. Вот и все. Ничего действий нету. Мы не видим сегодня вообще в России, допустим, я не вижу в России никаких действий. Никаких. Все решается наверху. Народ, да, в общем, доведен этой информационной пропагандой до тупизма. Они не знают. И они не знают, что делать, кто за что браться. Вот взялся кто-нибудь за что-то хотя бы. И вот тут же хватает, сажают, убивают, расстреливают. Правильно же? Отправляют куда-нибудь, мучают и все. Остальные все, кто мог, уехал, приехал, вот так. А для того, чтобы вот стать и действовать, нужна команда. Есть эта команда. Поэтому есть, говорят, какие-то республики, то ну где эти команды? Я хотел бы, чтобы это было. Мне было бы приятно сказать, и удивительно было бы, если бы это сделали бы. Но мы не видим ничего. Мы должны реально смотреть на ситуацию, чтобы правильно рассуждать и правильно действовать самим. Вот в чем дело. Вот там вот сейчас они стравливают, вот я сейчас слушал передачу, какой-то там представитель ингушской национальности, он прям оскорбительные речи ведет, там что только он не говорит на чеченский народ. Так? Потом это то же самое было там и с дагестанцев, потом это было и с другими. То есть там идет вот эта вот пропаганда, чтобы стравить эти народы, которые сегодня находятся под Кремлем. Там ничего нельзя, вот, ничего нельзя сделать, если главное, чего там заниматься пустыми вещами, главное это освободиться. А что там, говорит, спорят между границей, вот это наша граница, это ваша, это то, вы, мол, из-за вас нас в Сибирь сослали, и мы то все, вы там самые плохие, те другие, вы бандит, то есть они чеченские пытаются оклеветать, что они самые такие вредные и самые нехорошие люди, а вот другие, вот, которые критикуют, один там представитель, скажем, Дагестана, Ингушетии, там, из других там. И вот они начинают там говорят, вот вы такие сделали, когда там в 92-м году это было, говорят, то тогда, когда там на пригород район напали, то и нас предали, говорит, какой-то сидит там непонятная персона, скорее всего, русский или прорусский ингуш. И говорит, что вот вы пошли, соседи подписали договор. Я был председатель парламента в то время и знаю, что делал Жахар Дудаев, прекрасно знаю, что вы пошли и ковер подали. Никакого ковра не дарили, никакого ничего не подписывали. И если это дело должен, этот человек должен показать это. А я говорю, этого не было никогда. И это бы никогда мы не сделали, ни президент Жахар, ни чеченский народ. Что-то это провокаторы. Вот садятся, вот эти вещи говорят. В это сложное время, когда мы должны объединиться все, и эти провокаторы, эти разговоры ведут. Вот что я могу сказать. Barkāja, det är det så. Так.
Аяд, вы не удивитесь, если Крым отойдет Турции, Сибирь Китаю, Грузия и Ичкерия станут союзниками США. Это Мамедов. Мы бы хотели стать союзниками Соединенных Штатов Америки. Было бы хорошо. Не хочу удивиться. Ну, как они это сделают, этот вопрос я не могу сказать, как они могут это сделать. Давайте. Мы Не могли только. бы быть союзником Соединенных Штатов Америки. Я там, значит, в Америке есть наши люди уже, там накапливается какой-то процент людей, которые едут туда. Там против них там, значит, идет какая-то вот. Ну, я видел там, значит, сейчас там же в связи с тем, что Трамп пришел к власти, там все хотят выгнать, все хотят проверять. Вот эти все вещи там стоят, усилились как бы, да. И ребята там создали какой-то там сайт и выступают, и вот там объясняют ситуацию, как в Америке. Ты не видел, Аслан, да? Видел ты? Нет. Есть вот чеченцы, ребят, там и вот так, вот такого. Там вот парня, помните, убили парня, который в электрике работал во дворе, а этот вышел, выстрелил и убил. Мол, ты нарушил мое. Оказывается, они везде пытались его как-то, значит, судить, не смогли ничего сделать этому человеку, потому что он ветеран войны, гражданин, а Герой. это беженцы, герой, это беженцы и все такое. Но они могут там еще там подать апелляцию, еще такое, может быть, может, а может и нет. Ну, я слушал, интересно было. То есть наши люди появляются там, ну, не только наши, там и другие люди с разных республик бывшего Советского Союза Америки едут. И нам бы, конечно, мы хотим быть союзниками со всеми странами, которые являются демократическими. Мы хотим стоять на тех принципах, чтобы народ мог сам решать, избирать свою власть. Вот что необходимо для нас. И опираться на ту волю, которую наш народ проявил в 90-м году, проведя свой референдум, съезд чеченского народа и приняли там декларации. Вот что для нас важно. Так что я могу удивиться, но удивите меня это. Да. Удивите меня. Эд дальше свой вопрос задает. Он мне этот вопрос тоже задавал, говорит, как вы думаете, задавал он мне его, как вы думаете, когда фашистская Российская Федерация развалится, Дагестан захочет независимости или останется в составе фашистской Российской Федерации? Да и кто захочет самостоятельности? На Кавказе имеется, наверное, Я в виду, или думаю, вообще в что там, России? я думаю, что Дагестан, если брать вот пример того, что было в 91 году, тогда многие республики приняли декларации, провели референдум, так? Ага. Тогда. Там парад суверенитета называли, все такое. А вот именно Дагестан не провел никакой ни референдум, ни декларацию не принял это. Это было очень показательно. Почему это? Потому что тогда, я помню, в Дагестане было где-то по счету около более 80 народов. Представляешь? А сейчас они как-то сгруппировали по каким-то признакам, стало 40 якобы народов в Дагестане. Меньше даже, 30 с чем-то, по-моему. Ну, они пытаются сделать Мелочь. как в один народ. Дагестан Да. это не национальность, это территория. По-чеченски это земля отцов в переводе означает. Так? Но как бы то ни было, они там разные национальности, они разных языков и все такое. Ну, ситуация там такая. Конечно, возможно, что если какие-то условия для них будут, там должна быть какая-то сила для того, чтобы не могу за это ответить, но если брать пример 91 года, 92 года, прошлого века, как говорится,
Тогда они не сделали, никакое заявление не сделали, они решили остаться в составе Российской Федерации России. Они вообще не захотели. Хотя другие республики все почти приняли это. Так точно, Аслан. Мгм. В России кто-нибудь захочет выйти из состава России, если Россия ослабнет, на ваш взгляд, в целом? Если Россия Какие? ослабнет, так Да. они давно хотят там разойтись. Там много же людей, которые, князьков, которые даже сами русские там. Там, собственно говоря, там русских и нету. Понимаете? Это придумано название русский, мы знаем с вами, так? И они поднимают свои корни, там северные народы, дальневосточные народы, они поднимают свои корни, они завтра, значит, переименуют себя национальными другими и могут стать таковыми. Но они могут попасть, конечно, под влияние тех стран, о которых говорит вот это сам. Понимаешь? Вот может быть. Но сейчас говорить о том, что это может случиться, по-моему, это преждевременно еще. Преждевременно. По-моему, это наступит не раньше, там еще Россия будет существовать, мне кажется, лет 40-50 все равно может существовать, потому что у них есть атомное оружие. А за это время могут придумать научно-технически все там произойдет, когда это станет не столь опасно, так? Или что-то будет более другое положение, тогда может быть. Но пока что я не вижу, допустим, не вижу. И поэтому считаю, что в первую очередь необходимо сейчас освободить те страны, которые были созданы в 1991 году при развале Советского Союза. Это первая задача. А уж потом говорить о том остальные. Остальные, вот те, о которых мы говорим, они не поддерживают, практически, я не видел ни одного из них, практически, чтобы поддерживали ту линию, которую мы создали свое государство. Даже наши самозванцы их там во всем, то туда, то сюда прыгают, то говорят. И все это хотят как бы свести на нет. Но мы не можем с этим согласиться. Вот такая ситуация, Аслан. Мгм. Мне так кажется. В 91 году, когда развалился Советский Союз, и у всех была возможность, тем более, когда отвлечение было на все вот эти ресурсы России, на Чеченскую Республику, попозже Чеченскую Республику Ичкерия, почему эти народы, в том числе наши соседи на Кавказе, почему они не захотели тогда пойти по нашему пути? Еще же нас не Но убивали. каждый должен был пойти по своему пути. Мы вот северокавказским народом ездили, наш президент первый Жагар Дудаев ездил и в разные, значит, места по Северному Кавказу. Мы, депутаты, тоже ездили, разговаривали с ними. То есть не было движения никакого тогда. Не было А что лидеров, сейчас? не было тех, которые бы это. Вот эта конфедерация народов Кавказа, которая это говорила, да, на самом деле оказалась прорусская, понимаешь, как будто бы у них это есть. И сегодня эти бегают, кстати, конфедерация народов Кавказа. Это прорусская организованная КГБшная организация была, это выявлено было. И поэтому это как бы, может быть, народ надеялся на них, а на самом деле мы-то на них не надеялись, мы-то сами сделали в своем народе, так? И вот они там, вот смотрите, другие народы, которые Северного Кавказа, которые были и в ссылке, и даже северные калмыки, другие могли же поднять этот вопрос, Конечно. они не стали поднимать. Почему? Здесь много вопросов, которые можешь сейчас сказать. То есть ситуация, она должна как-то созреть, но в данной ситуации нужна какая-то поддержка. Они видят, вот смотри, что сейчас, я думаю, они видят, что Чеченская Республика, которую создал по праву свое государство, да, приняла все шаги, которые требует международное право. Да, и они видят, как к нам относятся. Мы столько воевали, столько людей потеряли. Они видят, как к нам относится остальной мир, и почти никто не хочет. И, конечно, они там замкнулись, все и сидят, какой бы там лидер не был,
только мирно могут они развалиться. Они видят, во что может получиться тогда для них, какой для них может удар от Москвы быть. Они видят это. Мы Совершенно это верно. на себе показали. Вот в чем вопрос. Поэтому я говорю, мы не видим ничего. Вот дайте, признайте нашу страну, признайте нашу легитимную власть, пусть она в зарубежье. Возможно, давайте работать в этом направлении, чтобы другие поняли, что вот их будут поддерживать, так? Вот это путь. А где этот путь? Вот возьмите даже вот эти, и в Украине некоторые деятели это говорят. Так признать на самом деле, вот что вы там возите с этими самозванцами? Как это может так? Вот в чем вопрос. Это очень важный вопрос. И говорит о том, что можно там поднять этих людей. Они их поднять невозможно, потому что они видят, что делала Москва против чеченского народа. Чеченский народ 5 агрессий на себе испытал. 5 агрессий. Баркал Ая, тогда возникает вопрос, раз мы на русском эту тему обсуждаем, и продолжу на русском. И возникает вопрос, если в 91 году еще не было крови, еще не было запуганы, там везде тотально расставлены КГБшники, они были, как говорится, заползли под корягу и особо не светились. А сейчас, когда уже в Дагестане огромное количество прошедших войну в Украине, против Украины, в других регионах огромное количество, на которых будет делать ставку власть российская, если пойдут какие-то волнения, Путин уже в отношении вот этих бандитов, боевиков, которые принимают участие в войне против Украины, говорит, что это там наша будущая элита, мы должны посты давать, должности давать и так далее. Таким образом, он их пытается нейтрализовать, чтобы не было слишком радикально среди них, на мой взгляд. Почему, если тогда, Аят, когда разваливался Советский Союз, не было Советского Союза еще сформировавшегося, самосознание у татар, у башкиров проснулось, у якутов, оно вот чуть-чуть там это были, и они там смотрели за нами. Да. Остальные же просто тишина. Ингушей обманули, Но, сказали, пригородные вернут, их откололи от нас. Все остальные молчали. вот, да. Асан, эти народы имеют свою историю, о которых мы даже с тобой не знаем. Посмотри, сколько людей в Средней Азии, в Киргизии, в Казахстане, в Узбекистане, в Туркестане. Это Москва убила тогда. Они прекрасно знают свою историю, на что способна, значит, Москва. Мы тогда это делали не потому, что мы военным путем, как наши некоторые здесь писатели, в кавычках, заявляют, что мы сепаратисты и военным путем там еще такое создали свое государство. Нет, мы создали свое государство мирным способом, в соответствии с теми нормами, которые были приняты, значит, в международном праве. Так? Мы создали свое государство. А потом, когда мы его создали, мы его стали защищать, это свое государство. Наш народ стал его защищать. Хотя многие потом перевоплотили это, начали говорить, что это не для государства, мы защищаем там, значит, религиозные наши принципы, значит, национальное освободительное движение, которое, значит, создало свое государство, они решили переформатировать в религиозное движение против всего мира и все такое. И таким образом нам навязывали все это. Мы создавали свое государство мирным способом, как и все другие республики Средней Азии, Казахстан, скажем, Украина, Белоруссия, Молдова, ну все республики, так, союзные. И мы точно так сделали. Но они решили напасть на нас первой, потому что они запланировали, создали, уже запланировали в самом начале. Я там говорю часто, повторюсь. Они, когда развалили Советский Союз, уже планировали совершить военную акцию, экспансию против всех этих республик и вернуть их под свое лоно. Поэтому они там СНГ создавали, мол, давайте. А когда мы создали свое государство, чтобы люди знали, я говорю,
то мы, значит, обратились тогда от имени парламента. Я подписывал этот документ как председатель парламента. Мы приняли решение о том, что мы направили письма депозитарию в Минск, депозитарий был, куда мы говорили, что мы готовы, мы хотим войти в СНГ тоже. Они не восприняли эти документы. Мы принимали другие документы мирным путем. Нет, они решили напасть на нашу республику и обвинить нас во всем том, что мы не делали, вписав нашу республику в свою новую преступную конституцию, которую они незаконно сделали. Вот что происходило, понимаешь? Поэтому сейчас говорит о том, что они вот сейчас не готовы. У этих республик, у этих народов есть своя история, кроме нашей. А наша история, которой вот мы боролись, показала им, что это такое. А сегодня она показывает, уже Украине это показывает. И видит, что остальной весь мир, который борется, да, ничего не делает практически. Украина такая страна, такая огромная территория, такая... И сегодня, значит, идет во всем мире вот такой спор, не могут до конца вот заставить этого. Этого взяли, назвали, что он, оказывается, не напал. Это вообще делает, опускает все мысли, все остальное опускает. Мы подождем, мол, пока вы там решите. Вот это мысли закрадывают в голову этих народов. Я образ говорю. Понимаете? Поэтому сейчас говорить, здесь они же думают об этом. Посмотри историю этих на Дальнем Востоке, эти якуты, другие башкиры, буряты. У них тоже ужасная история. Это Россия их там уничтожала, вырезала, убивала. В Средней Азии у них убиты миллионы людей убиты. Вот в чем вопрос. И теперь они на примере вот того, что вот, допустим, они решили расправиться с Чеченской республикой, так? И мы боролись вот так. Они видели, как они жестоко это делают. И теперь увидели, что остальной мир делает. Сегодня на Украину вот так они нападают. И не могут сегодня этот вопрос решить мир, остальное не может решить. Почему? Ведь международное право есть, есть. Есть другие документы, есть. Они подписали это, есть. Зачем их? Почему он не делает то, что может? Они же могут сделать остальной мир. Все, говорят, мы сейчас сделаем, что-то делают, оружие дают, но всегда не дают столько, сколько надо. Всегда не делают так, как надо. Почему? Потому что они тоже боятся, как бы они не оказались, ситуация изменится в мире, так? И что они могут тоже оказаться под лапой какого-то, скажем, Кремля снова. Они боятся. Тоже эти страны. Поэтому они пытаются объединиться. А сейчас, когда Соединенные Штаты Америки раз отошла, вот так вот, говорит, давайте вы сами, мы не будем, все такое с Трамп президентом, да? А вообще, значит, это все пошатнулось. Вот в чем вопрос. Не так ли, Аслан? Или что-то другое? Да, я полностью согласен, совершенно верно. Да, вот такая ситуация. Да. Ну, ладно. Если вы закончили, Аят, я перейду к вопросу. Да, давай. Аят говорит это. Если позволите, я продолжу эту тему. Это же правда, что очень много дагестанцев воевало за фашистскую Российскую Федерацию и были очень жестокими по отношению к чеченцам. Это так вопрос. Многие граждане, сейчас я закончу, многие граждане даже не думают, имеется в виду граждане России и Дагестана, не думают извиняться. Но сейчас мы наблюдаем, что многие от большой любви толкуют про религию, называя чеченцев братьями. Как это понимать? Ну, это хитрости. Хитрости. Мы помним, как вот, когда вот в 94-5 году на нас вот со стороны Дагестана нападала Россия, танковые полки, все это шло оттуда, да? Так там на целом базаре они устроили целые эти женщины, конечно, с подачи власти местной, так? Устроили концерт, танцы, манцы, подавали им эти Все. груши, арбузы,
мясо, все эти говорят, не надо нам это все, потом устроили танцы, братья наши, давайте давите этих чеченов и все такое. Понимаете? Так вот, никто против этого не выступил в Дагестане. Не выступил. Это же было, это никто не выступил. Сейчас вот после этого тоже были. Ну, это тогда война. Там, хотели, чтобы нас уничтожили. А потом вот этот, когда в 99 году, 6 августа, там, значит, Басаев Шамиль пошел по просьбе дагестанцев, пошел туда, 2-3 дня там пробыл, там, может, неделю максимум. А война уже шла, так они снова, значит, обвинили чеченцев, что мы на чеченская власть напала. Хотя чеченцы не нападали, это были добровольцы. Басаев не был ни членом правительства, ничего. Он был добровольец. Со своим отрядом пошел туда. И снова, значит, они там организовали вот это все. Это все делалось для того, чтобы эти народы кавказские, веками живут, чтобы между ними была вражда. Они сеют вражду между нами. А для того, чтобы этой вражды не было, кто-то из них, из этого народа должен выступить и сказать, да, это было, это кто-то, какой-то лидер или какое-нибудь там руководство это заявить. Но они не могут это заявить сейчас. Знаешь почему, Аслан? Потому что там во власти сидят организаторы вот этих преступлений сами. Да. Вот эти провокаторы. Поэтому они могут объявить. А так люди простые, они не хотят враждовать между собой. Ни чеченцы, ни ингуши, ни дагестанцы. Мы живем веками там, и мы, собственно говоря, по всей нашей территории, мы без границ жили одно время. Вот такая ситуация. Ясно. Спасибо, Аят Баркал. Так, маршал Дуги Орги Массарга Чумелвянчинг. Ва алейкум ассалам, Шавига Машуоль. Друзья, Вежери, я напоминаю вам, что если стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Telegram, и также на странице Президиума, и также вот вы здесь можете писать. В Telegram вы можете принять непосредственно участие в нашей дискуссии. Именно для этого чеченская власть вам дает такую уникальную возможность. Да, у других вы не увидите. Задавать вопросы, принимать участие. Можете непосредственно, как вы видите, прямой эфир, все открыты к диалогу. Также вы можете писать тут в YouTube-канале, в TikTok-канале, где вещается наш стрим. Вы можете писать комментарии, и я их прочитаю. По окончанию Второй мировой войны был создан Израиль. По завершению русско-украинской войны можно создать, что значит, русню. Она же уже есть. Так, задавайте вопросы, друзья. Если вам это безопасно, заходите, принимайте участие и давайте общаться. Так. Как вы считаете, вот переговоры, которые намечаются на 15 число, какую есть основания полагать, что Турция рассчитывает на Крым? Ну, Турция рассчитывает не столько на Крым, она же не может. Это должен быть какой-то международный коллапс, чтобы Турция захватила Крым. Турция же выступает сама за международное право. Эрдоган сам говорит, вот это должно быть так. Никто не должен оторвать от Украины Крым, потому что, соответственно, международное право это и есть часть Украины. То есть он придерживается современного международного права. А то, что там хотят сказать, да.
то, что там хотят сказать, что так сделать, тогда, тогда получается, это будет, как и он станет такой же, как и этот, как Путин, и Мгм. другие. И тогда Украина, конечно, не согласится с этим. Тогда, ну, в общем, вот такая это со временем все может измениться. Настанут такие времена, когда, я надеюсь, все границы откроются, свободно будут ездить все по всему миру, экономически взаимодействовать. Но когда это будет? Это покажет время, как говорится. При нашей жизни время. Так Ну, и, что я если не верю. Я исходить, не верю. например, не веришь? Нет. Мгм. Ну да, тогда смотри, если, например, исходить из, недавнего опыта, как, Россия сдала, Башара Асада и турецкий, и, наверно, не только турецкий представитель пришел к власти там, ну, российско-турецкий, скажем так, асадовско-турецкий, скажем так, человек пришел к власти. Человек, который был из этой системы. А Точно так же можно произойти, например, в Крыму. Путин просто передаст управление, там, потом, есть какой-то документ, утверждают некоторые, что, если крымские татары проведут референдум, то они имеют право, сразу же отсоединиться и присоединиться к Турции. Вот есть такой документ, как утверждают. М, Это, ну, мы сегодня говорим, конечно, о гипотетическом сценарии, поэтому как-то так. Продолжаю, говорит Эд, задаю вопрос. Да-да-да. Также сейчас эти религиозные деятели и блогеры настраивают чеченцев против евреев. Мы знаем, граждане Израиля не воевали против Ичкерии. Что вы по этому скажете по поводу антисемитизма, который реально нагнетается очень сильно? А, Вообще-то надо эти люди, которые этим занимаются, так, Мгм. они, я уже в самом начале говорил, что это люди, они не только против Израиля, они и против чеченского народа, и против Чеченской республики Ичкерия. Поэтому мы расцениваем их именно таки. Они и против, они за Россию. Они за Россию. Если они против, они утверждают, что решение нашего народа было, мол, это сколько лет прошло, это в прошлом, что это ушло в историю или было подобно это, потом на незаконные шаги переходят, утверждают это. Они кто? Они кто это говорят, они кто? Они люди, которые некомпетентны, раз, или это агенты влияния Кремля, это два. Поэтому мы исходим из этого. Наш народ так не думает. Наш народ помнит очень хорошо. Мне об этом говорил мой отец, говорили все близкие, кто там был. Я сам помню, многих евреев знал. Они единственные евреи, которые жили на нашей территории, не захватили наши те дома, 13 лет держали их, и когда вернули чеченцы, все вернули. До последнего гвоздя, как говорят, вернули. Да. Когда люди других национальностей, не все народы, а других национальностей, евреи, конечно, специфичный такой народ, он там, ему не могли никто навязать, а вот соседние там представители захватили наши территории и до сих пор сидят, даже до сих пор сидят. Да? Поэтому здесь это провокация. Поэтому я, конечно, сказал бы, что не надо воспринимать этих людей, как будто они есть люди нашего, как говорится, нашей власти, или что они есть сторонники нашей власти, нашего народа. Я так думаю. В продолжение, этого вопроса, как вы считаете, если бы Израиль признал бы Чеченскую республику Ичкерия и президиум, в вашем лице, ваших, товарищей, соратников, мы смогли бы бороться с антисемитизмом уже и на государственном, и на,
политическом уровне в целом внутри нашего общества более эффективно, чем сейчас мы это делаем? Как вы считаете? Ну, чтобы мы могли сказать, вот это россияне, это Конечно, ГРУ. мы всегда об этом говорим. И наш первый президент говорил тоже об этих вещах. Да-да. Мы знаем, что когда там стоял вопрос о Чеченской республике, то Кнессет голосовал, и только один голос не хватило, чтобы в пользу чеченцев был. Представляете, почти 50% было почти за нас тогда. Мы это Да. знаем. Поэтому сейчас, когда появились вот эти все прорусские, эти люди, когда-то президент Медведев, когда был, он там говорит, вот они ездят туда, где-то там учатся, то все. Нам не нужен этот ислам, который они там, у нас свой ислам. Так что вы знаете, что они здесь, у них свой ислам, российский ислам. Да-да. Посмотрите, кто там сидит, Хайруллин, и кто такой во главе там религиозных, значит, Звездочет. твой, да? Посмотрите, как он выражается, когда он говорит, он там матом чуть не смешные вещи говорит, или еще что-нибудь. Посмотрите, это все, ну нельзя, я вот хочу сказать это. Поэтому Спасибо. здесь, конечно, мы не хотим, мы с израильским народом мы не хотим вражды, и израильский народ должен быть свободным, защищенным и мирно жить на этой планете. Я согласен с этим, да? Но для этого нужно решить те вопросы, которые также не решают эти большие страны мира. Говорят, мы решим, то все не решают. И эти Да. вопросы не решаются, потому что в общем все вопросы, как бы, значит, на полусогнутых все идет. И там, и здесь, и везде вот это вот все. То есть идет вот эта вот борьба между демократическими государствами, диктаторскими режимами. Вот это все идет. Надеюсь, что это как-то вот изменится со временем. Да, Алмуа, да, Алмуа. Гражданин Ичкерии пишет, я переведу для наших еврейских друзей, чтобы было понятно. «Вай пачалхан дяхала мелхиллашбу хумш дюйцаш». Все, кто против нашего государства, нашей страны, вот эти люди пишут вот эти, имеются в виду антисемитские вот эти высказывания. Вот они и говорят. Потому что у них такая вот программа. Ну, Хочешь, не конечно, хочешь. нет. Линию Кремля. Да, конечно, они получают деньги. Помнишь, как они Конечно. получили деньги, $1 000 000, да? Кто-то Мгм. там из них умер, притворился, другому деньги прислали, потом они эти деньги делили, а потом наш знакомый, который есть в Украине, он просил этих, ну, как будто бы они сторонники нашего государства, чтобы они помогли им деньгами. Никто никому ни копейки не дали, присели Мгм. и сидят. Ну вот, это был способ передачи им деньги. Вот так вот все. Да-да. Так что И здесь, да. знаете, и вы, тоже, наверное, видели, как, когда вот 7 октября произошло, здесь люди в Европе выходили на митинги, которых я лично звал, не выходили, их не видно было, а тут все выбежали с палестинскими флагами и с ичкерийскими флагами. Причем это показать, что мы, вот Ичкерия, такие вот антисемиты. Мы за себя не думаем, а вот евреев населить хотим. Вот так нас Ну, а где представляют. они чурить? Они же, ты знаешь, они же, посмотри, они флаги там бегают. Посмотри, наш флаг герб, да? А Мгм. это не они даже не, это не наш герб, так? Это не наш флаг. У нас герб отдельно, флаг отдельно. На гербу у нас пятиконечная звезда, а у них девятиконечная. У нас нет, вот у меня вот флаг висит, вот такой наш флаг. А у них Да. на этом флаге герб, и то потом герб этот с девятиконечными звездами. Это не наше, это не наше. В любой стране, которую ты возьмешь в мире,
если кто-то изменит вот какую-то даже запятую или какую-то черточку, это будет большой скандал и разбираться. А здесь они с самого начала, вот это самозванцы, придумали себе вот эту флаг, этот герб и носится. Вот и все. Так что вот Да-да. такая ситуация. Не могу удержаться, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. С флагами и антисемитскими лозунгами ходят те, чья мечеть построена в Израиле, имени кого построена в Израиле. Поэтому с этим Неужели, вопросом, да? ну там к имени Кадырова, ФСБшную мечеть построили, и Да, как да, бы, ну там, наверное, тоже ФСБшная агентура строила. Хотя, не знаю. да, да, да. А, как-то так. Продолжая тему, Эд сегодня вопросами нас заваливает. Спасибо тебе, Эд. Продолжай в том же духе. Я думаю, надо людям объяснять, если кто-то хочет углубиться в религию, читайте Коран самостоятельно, и вы найдете все ваши ответы. Не позволяйте себя обманывать. Баркал. Аят, напишите в парламент Израиля, и я думаю, это будет очень сильный Ага. и надежный союз. Ага. Ну, мы подумаем над этим. Подумаем, хорошее предложение. Надо посоветоваться с моими друзьями, товарищами. Мы подумаем на это. Хотя мы раньше с этим вопросом, я сейчас не помню когда, но обращались не только к ним, ко всем. Ну, так что вот такая ситуация. Спасибо. Мгм. Так, отличная идея. Нужно остановить русификацию чеченского языка. Сейчас разговорный язык чеченский ночи замусорен русскими словами. Это да, Да. это правильно. Это правильно. Но мы это, собственно говоря, мы сейчас это говорим по большей части. Я это говорю, потому что русский язык считается международным языком. Его переводят открыто на все языки. А Мгм. то, что мы будем, мы в своих школах, вы же помните, у себя ввели чеченский язык, все это как надо, все делали. То есть нам нужно восстановить свою государственность, а так мы сейчас на русском языке, когда говорим, во-первых, русскоязычная аудитория бывшего Советского Союза, а во-вторых, это переводится на все языки в Гугле, раз нажал и все переводится. Поэтому мы это говорим на русском языке большей части. Это не значит, что мы забыли свой язык и что мы не любим его. Это, конечно, замечание правильно, но я хотел объяснить причины того, что мы это делаем. Аслан. Так, хорошо, спасибо, Аят. А, ну вот это прочитаю тоже по поводу, он к вам обращает. Также есть примеры, посмотрите, союз Израиля и Азербайджана. Правда, все очень тихо и надежный союз. Мы не против, Да, Эд. это я знаю про это, кстати, я это знаю. И я встречался там с некоторыми людьми из Мгм. этой страны Азербайджана, так? И по этому поводу какие-то были у нас там общения, но они так легко отошли. Мы хотели через них как-то поговорить с ними, когда в Европарламенте я был. Ну, Мгм. это вопрос такой. Потом а, мы будем над этим думать сейчас, как это сделать. Было бы хорошо. Мгм. Потому что там тоже сейчас такая идет вообще грязня в самом Израиле. Вот мы наблюдаем, там вообще там идет тоже большое вот это внутренние вот эти дела. М. Ну, посмотрим, посмотрим, обязательно посмотрим. Мгм. Это было бы здорово, когда все исламские, ислам, когда все исламские государства, к которым мы обращались раньше, да, ни одна страна не признала наше государство, ничего не сказала, а если бы Израиль признал бы, как это было бы здорово. Да вообще, да, хребет сломали всем вот этим нашим недоброжелателям. Вместе всем. Да, да, да. Это было бы круто. Так, Бавонетка, приветствую тебя. Добавлен язык
чеченский в Гугле, он есть. Все отлично. Спасибо Сергею Брину. Кстати говоря, российскому, советскому еврею. В Гугле есть чеченский язык. Да. И американцам, конечно же, которые, я думаю, это все-таки на правительственном уровне, да, такие вещи принимаются, чтобы вот, Google внес язык, Скорее всего, да. Скорее чтобы... всего, но чеченский язык там несовершенно перевод. Не Ну да, очень. пока он еще... Но это только в начале. Пока что на него там, когда начинаешь это, смотришь не совсем так, но все равно есть язык, можно понять, что хорошо. Да, Он да. совершенствуется со временем. Так будет. Да, нужно ему опыт, он как искусственный интеллект Да, да. выучивает ошибки, где, когда люди пишут, и вот таким образом он обучается, самообучается. И я думаю, через несколько лет он будет уже хорошо, или даже пораньше. Белорусский там советский, говорит Бавонятка. У нас вот белорусская представительница здесь, Бавонятка. Она говорит, что проверит она по поводу чеченского, а что белорусский там советский. Ну, тут тоже есть немножко проблемы, потому что, видимо, мы немного пишем, говорим на этом, поэтому мы мало обучаем его. Нам нужно побольше пользоваться Гуглом, переводчиком, и в таком случае это помогает искусственному интеллекту набираться опыта и понимать, где он ошибается, и как правильно интерпретировать тот или иной текст. Так, это я все к чему? Чеченцы, подумайте, не тот вам брат, кто громко кричит: "Мой брат", а потом стреляет в спину. Да, это абсолютно с тобой согласен. Это точно. Ну, Дело в том, что вы этот готовы? брат, который есть, тоже, я же уже говорил, он сегодня под пятой у империи. Он не свободен. Несвободный человек, он всегда будет не свободен в любом деле, и помочь даже. Он может помочь, если хочет, только тайно. И бояться еще будет. Да? Согласен я с этим. Петрушенко. Петрушенко, по-моему. Как вы относитесь к идее великого Турана, объединения туркоязычных народов? Ну, великого Турана в кавычках. Ну, в принципе, объединение должно быть, эти страны не захотят никому подчиняться. Они отдельные государства, да, могут стать все. И они могут создать какой-то там Европейский Союз, к примеру. Ну да. А так они, чтобы единую страну объединиться, вряд ли. Сейчас это не так, когда-то это было. Но идея о том, что мы едины, язык один, это очень хорошо для них. Они там таким образом воспитывают симпатию, воодушевление, значит, гордость. Вот это все у них вот может быть. Но в целом они могут тоже играть, вот смотрите, все христианские страны, так, европейские, но они же не объединились. Конечно. Америка христианство, они вот хотят сейчас Канаду захватить, христианское, собственно говоря, да. Поэтому опыт это имеем, в мире есть, они могут, говорят, вернуться на 200-300 лет назад и создать великий Туран, это нереально просто, это разговор, мне кажется. Так, конечно, вот исторической точки зрения, все такое, да. Но также и англоязычные страны что же не объединяются без религии. Ну, я имею в Австралия. виду, это все христианские, там, Ну, католические, они же все, да. Но я это имею в виду. Все равно разные, вот это можно, они вот такие же, они иногда говорят, вот мы западный христианский мир, иногда говорят. Хотя на самом деле больше, по большому счету, главное это покушать у всех и быть главнее, ну, главное. Ну, это мы понимаем, да, поэтому есть международное право, которое приемлемо и должно быть
которым должны следовать все народы мира и все государства, которые есть. Так кажется мне. Именно для этого и создавался этот ООН и Лига наций, чтобы соблюдать, чтобы войн не было и так далее, если все будут нарушать. А как вы считаете, Аят, если сейчас вот Трамп, ну, ведет себя, не, вот вы сказали про Канаду, хотел захватить, что тоже выходит за рамки международного права, потом речь идет о Гренландии, потом по-панамски, ну, панамский, ладно, там ситуация, в которую американцы много вкладывались. В этом смысле, если произойдет, во-первых, может ли это США Трампу понравиться, и он идти в этом направлении, усугубляя, вот, как Путин, вот это положение, нарушение, то есть международного права. И если, или точнее, неизбежно то, что произойдет новый миропорядок, который, скорее всего, будет устанавливаться, новые какие-то правила будут подписывать там и так далее, то в этом случае Америка не захочет или не будет иметь таких планов, чтобы, ну, вот, вести так себя, как, например, ведет себя Путин или как Трамп, например, хотя он далеко не Путин, но тоже такие вещи высказывает, такие, можно сказать, имперские немножко. Но Америка – это демократическая страна. Это сейчас, через год-полтора, посмотрим, как себя поведут американцы в отношении Трампа. Если Трамп не изменится, они могут как-то иначе себя повести. Они были под демократами, видели, как плохо, я в кавычках говорю. Да? Мгм. Теперь они видят под консерваторами и видят, как плохо. И теперь они будут выбирать, что им лучше. Я так думаю. Не знаю, как получится у них, но настроения такие, насколько я вижу. Мгм. Ну, посмотрим. Да, будем наблюдать, как говорится. Ну, если, смотрите, если гипотетически Россия за каденцию Трампа за год, два развалится, или же Украина победит, и даже Россия не развалится, но ослабнет. Трамп уже добился того, что редкоземельные ресурсы с Украиной они будут там вместе добывать. Я думаю, какой-то с Панамским каналом тоже что-то там будет решаться. Потому что Трамп сказал, Трамп сделал, как говорится. Я думаю, и Гренландия какая-то, может, ясность будет. И вообще сама Россия, это самое главное. Если Россия ослабнет, и Америка получит какие-то дивиденды, в таком случае у Трампа есть все шансы и у республиканской партии остаться и продолжить. Как вы считаете, в таком случае его поддержат? Трампа? Да. Такого... Да. Да. Но я здесь Ну, вот увлекся здесь прочитать и мысль. Ты имеешь в виду Трампа, да? да. У Я меня не так знаю, было. это, мы же не можем за народ сказать, понимаешь? Я не знаю за американцев, что он сделает, но, по крайней мере, они сами сейчас находятся под каким-то прессом непонятным. Как это, демократическая страна, и вдруг начала вот, я захвачу это, я хочу это, давай мне это. Притом этому говорит, ну, Путин не нападал. Это самый большой подарок, который сделал Трамп Путину. Никто в мире сделал. И притом это кто сделал? Президент Америки. И он такой, и даже и это его не сдвигает с места. Почему? Потому что он имперец. Потому что он знает, что если он пойдет на согласие с этим, так, что ему самому, как говорится, конец придет. Вот что знает Путин и его окружение. Поэтому это. Вот так вот. Так, от вопросы были дальше. Так называемые банды русской общины набирают обороты. И есть жертвы уже не только среди мигрантов, но и среди выходцев Северного Кавказа. К чему они готовятся? Я об этом в прошлый раз мы разговаривали, я говорил.
Они создали, у меня даже список есть, где-то опубликовал. Там чуть ли, я не знаю, сотни. И все это, значит, находится под прицелом поддержки власти. Сотни разные вот эти националистические, Банды. фашистующие банды, которые организовывают хрень по всей, так сказать, России. Мол, вон отсюда все такое и сякое. Это для чего они делают это? Скорее всего, делают в какой-то степени, чтобы в Россию как-то вот, значит, не могли приехать это иммигранты, что ли, а потом они образумятся, а кто будет у них работать? Они только могут вот этих всех мигрантов, да еще чеченцев. То есть они Мгм. хотят сказать, что русская нация самая сильная. Вот что. Они дают им возможность делать все, что хочешь. Вот здесь в чем дело. Да, они их преследуют, да, они их убивают и кавказцев, и убивают мигрантов всех, и потом заставляют их, таким образом, они заставляют их пойти на фронт, на Украину. Знаешь об этом? Они заставляют их, потом их ведут, давай, мол, на тебе гражданство, иди на фронт в Украину. Да, сразу. Пусть Да-да. мясо делают из них. То есть это Мгм. может быть вот такое вот для этих дел вот это все организовано. Видишь, вот они там хватают их, давай, иди на фронт, чем здесь торчат, иди туда, все там получишь 5 миллионов рублей или там 5 миллионов, я не знаю, сколько это, деньги, очень много, и посылает туда на убой. Это вот так вот. И улицы. А куда она их денет? Она должна их, конечно, если они уже пошли на фронт, но от российской власти может что угодно ожидать. Под любым соусом они могут их засунуть сразу назад. Все. А если Могут, они да? останутся в этом, Да. ну как-то вот останутся на свободе, они могут вот эти преступления совершать. Не то, что они даже власть преступная. Какая разница здесь это? Что эти, что те. Это одна, это вся власть преступная. Конечно. Это А они, зэки это самые нацисты, лучшие. нацисты, шовинисты, Да. антисемиты. Ну, как тебе сказать еще? Да что угодно. Они все. Это нечеловеческое общество и государство. Нечеловеческое. Совершенно верно, Аят. Абсолютно. Абсолютно так. Так, Аят, дайте чеченцам, ингушам и другим кавказцам совет, как поступать тем, кто с ними сталкивается. Ну, с русской общиной, наверное. Нужно им обращаться в европейские суды, говорю. Ну, какой совет дать? Ну, Им надо хорошо по рогам дать, если удастся. Если не удастся, значит, если некуда девать, то надо уходить, не сталкиваться, стараться с ними не сталкиваться. Они, конечно, приходят в дома, залазят там, мучают людей, это известно все. да, Никакие суды там не действуют. То есть это говорит нам, это говорит о том, что это за власть, и что в этой власти с ней жить нельзя. Вот о чем это говорит. Поэтому мы хотим, чтобы из этой, как говорится, власти, из-под контроля этой власти уйти, а мы, тем более, которые создали свое государство, хотим, значит, освободить свою территорию и восстановить свою власть. Вот поэтому мы хотим. Там невозможно с ними жить совершенно. да. Совершенно верно, Аят. Европейский суд сейчас не действует для России. Да, кстати, она же вышла уже из этого. Да, да. Да-да, они ушли уже. Да, совершенно верно. Так что вот, Аят, мы больше полутора часов уже в эфире. Если
телеграм-канале никто не хочет выступить. И если здесь У нет меня только комментариев, У меня только слушатели. Слушают да, только. но у нас все такие, почти все такие. Хорошо, давай закончим тогда. Давай. Мы говорим, Дерес Аят. Спасибо. Дерес опять у нас Да. больше на Спасибо русском всем. получился. Ну, Да, все наши спасибо. понимают по-русски и по-чеченски понимают наши люди. Мы должны Да, знать да, да. язык врага. Это обязательно. Обязательно. И самое главное, чеченцы на чеченском не пишут. Пишут евреи, белорусы, украинцы, все пишут. Ну, чеченцы тоже пишут, но не так много. Хорошо, спасибо всем. Allah rez masarna хуй граждан ичкери хуна хуй рез масарна дал сидор что дал дяберт кивер. Всего хорошего, до свидания. Амин. Амин. Дарей Масарна. Адики. Адик далил машрой биште